Сегодня Вселенная посылает вам ясное послание, и у Бога есть для вас важное послание. Это прекрасная возможность для личностного роста и прогресса. Это не тест, ваш текущий урок почти завершен, и вместе с ним открываются новые возможности. Не нужно беспокоиться, потому что Бог верен и готов превзойти ваши ожидания, если вы верите в Него. Он благословит вас обильно. Новые идеи приходят в ваш разум в соответствии с этим посланием, о чем свидетельствует резонанс камней. Они побуждают вас расширить свой кругозор и с уверенностью принять эти новые концепции. Не бойтесь, вместо этого примите эти идеи с уверенностью и дайте им укорениться. Ваш энтузиазм будет способствовать достижению ваших целей в будущем. Впереди захватывающие дни, и сейчас идеальное время, чтобы полностью осуществить свои мечты. В начале нового месяца найдите минутку, чтобы подумать о своих достижениях. Вы приложили значительные усилия и достигли впечатляющих результатов. Благодаря полученным знаниям и пониманию вы сможете сделать выбор, который принесет вам удовлетворение. Будьте готовы к новым и захватывающим возможностям в декабре. Жизнь имеет свойство преподносить нам людей, которые удивляют нас своей добротой и заботой, когда мы меньше всего этого ожидаем. Если вы готовы получить эти подарки, нажмите «Да». Сохранение открытого и доверчивого сердца принесет вам много радости. Даже его прошлый опыт, в том числе опыт эксплуатации и неуважения, преподал ему ценные уроки и помог ему развить более сильное чувство собственного достоинства. Теперь у вас есть уверенность в том, что вы сможете защитить себя. Ваша потребность во внутреннем мире стала очевидной во времена неопределенности. Строя для себя новую жизнь, важно принять каждую часть вашего пути, включая силу, которую Он вам дал. По пути вы откроете для себя неиспользованный потенциал и освоите новые навыки, которые будут способствовать вашему личностному росту. Помните, вам не нужно молиться, чтобы достичь своих целей. Доверьтесь Вселенной и сохраняйте спокойствие, поскольку она творит с вами чудеса. Сейчас ее внимание сосредоточено на распространении любви и оптимизма, чтобы вдохновлять других на их собственные пути. Когда вы направляете свою энергию на позитивные намерения, она возвращается к вам, позволяя вам быстро реализовать свои цели. Ясность видения приводит к быстрому проявлению. Как только вы будете уверены в том, чего хотите, Вселенная согласует все необходимые элементы, чтобы воплотить это в жизнь. В настоящее время вы испытываете состояние счастья благодаря своему упорству и благодарности за путешествие. Уважайте этот процесс и верьте в универсальную энергию, которая поддерживает вас. С наступлением нового месяца произойдут существенные изменения и закрытия. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы свести концы с концами и проявить новый энтузиазм в отношении своих целей и результатов. Сохраняйте баланс и целеустремленность, продолжая двигаться вверх по траектории. Доверьтесь универсальной энергии, и процесс развернется естественным образом. Ваши лучшие дни еще впереди. Божье послание к вам сегодня является мощным напоминанием о вашем потенциале и силе. С верой во Христа вы можете достичь всего, поэтому не сомневайтесь в своих силах. Никогда не сдавайтесь и не позволяйте страху мешать вашему прогрессу. Бог рядом с вами, обеспечивая ваш успех. Следующий месяц принесет обещание и реализацию многих ваших целей. Отправившись в путешествие, вы почувствуете обновленное чувство целей и решимости. Верьте в этот продолжающийся процесс и верьте, что в вашей жизни происходят хорошие вещи. Вы уже получаете бесчисленные благословения, исцеления и проявления. Важно осознать их и испытать их в полной мере. Знайте, что все ваши желания уже существуют в квантовом космосе, вам просто нужно настроиться на соответствующие частоты, чтобы они проявились.
Пришло время переключить внимание с внешних наблюдений на согласованность и интуицию. Я понимаю, что у тебя много обязанностей, но если ты веришь этим словам, скажи «Аминь». В жизненном цикле естественно проходить периоды продвижения, задержки и восстановления. Однако крайне важно сохранять внутренний покой среди хаоса. Сохранение спокойствия внутреннего мира позволит вам эффективнее выполнять задачи, оставаясь при этом в гармонии со своим высшим «Я». Ваше окружение побуждало вас проявлять терпение в разговорах и снах. Каждое препятствие и вызов, с которым вы сталкиваетесь, призваны ускорить ваш рост, а не препятствовать ему. Ваша душа претерпевает значительную трансформацию, даже если вам не всегда кажется, что дела идут по-вашему. Поверьте, что именно здесь начнет проявляться ваша внутренняя работа. Будьте терпеливы и верьте в процесс. На этом этапе вы увидите божественную защиту, которая окружала вас все это время. Пришло время отпустить старую версию себя и не дать прошлому вернуть вас к непродуктивной рутине. Вы больше не застряли в одних и тех же циклах, пришло время соответствовать вашей конечной цели. Принимайте решения, основываясь на интуиции, чтобы избежать необходимости корректировать прошлые решения. Если вы согласны с этим сообщением, скажите «да». Сохраняйте спокойствие и рассудительность, поскольку вы заслуживаете стабильности. Выразите благодарность за все в вашей жизни и позвольте вдохновению направлять ваш путь. Позвольте своим эмоциям вести вас, пока вы сосредоточены на своих целях. Вы вступаете в новый этап духовного роста, где понимаете, что нужно делать, чтобы ускорить свой прогресс. Поразмышляйте над этими молитвами в четверг утром. «Боже, пожалуйста, проложи для меня путь». Если это так, я доверяю Твоим добрым намерениям. Благодарю Тебя, Боже. Пожалуйста, измени меня, измени мое мышление и отношения. Дорогой Иисус, аминь. Примите этот период перемен и роста и позвольте своему внутреннему миру вести вас в вашем путешествии. Спасибо за ваши искренние молитвы за сегодняшний день и предстоящую неделю. Дорогой Бог, пожалуйста, облегчи мои тревоги, исцели мое сердце и успокой мой разум. Спасибо. Пожалуйста, Боже, помоги мне сохранить счастье, покой, ясность и сосредоточенность. Дорогой Иисус, аминь. Я понимаю, Отец, что у Тебя добрые намерения в отношении меня. Пожалуйста, помоги мне распознать Твое руководство и привести мое сердце в соответствие с Твоим. Подготовь меня к успеху, которого я желаю. Я хочу исполнить свое предназначение в этой жизни и стать тем, кем Ты меня создал. Дорогой Иисус, аминь. Дорогой Бог, я прошу безопасности и мудрости для моей семьи и для себя в преддверии этой новой недели. Пожалуйста, защити нас от опасности и даруй нам мудрость для принятия трудных решений. Напомните мне, что ваши планы больше моих, даже несмотря на трудности и неудачи. Господи, приблизь меня к себе, чтобы я мог исполнить волю Твою. Дорогой Иисус, я благодарен за Твою непоколебимую поддержку. С приближением новой недели мы ищем Вашего руководства и защиты. Защити нас от опасности и даруй нам мудрость в принятии решений. Помогите нам помнить, что Ваши цели выше наших, и приблизьте нас к Вашей воле. Дорогой Иисус, аминь. Я напоминаю себе, что знания, которые я собираюсь приобрести, могут оказать глубокое влияние на мою жизнь, не оставляя места сожалениям. В один момент я могу быть отягощен заботами и финансовыми трудностями, а в следующий момент отягощен старой тяжестью на своих плечах. Я отдаю свои заботы Тебе, Господь, и ищу спокойствия и расслабления. Я непоколебимо верю в Твое присутствие. Поскольку мы сталкиваемся с проблемами на предстоящей неделе, приблизьте нас к себе. Зная, что мы не сможем преодолеть эти препятствия в одиночку, мы находим силу в Вашем общении.
Иисус, я молюсь о Твоем руководстве и защите, когда наступает новая неделя. Защити нас от опасности и даруй нам мудрость в принятии решений. Даже перед лицом невзгод помоги нам помнить, что Твои планы на нас больше наших. Приведи нас ближе к Своей воле, Господь, пока мы путешествуем на этой неделе в Твоем свете. Аминь. Дорогой Бог, приближаясь к новой неделе, мы смиренно просим Твоего руководства и защиты. Пожалуйста, защити нас от опасностей и даруй нам проницательность в принятии решений. Даже несмотря на трудности, помогите нам осознать, что ваши мечты о нас превосходят наши. Господь, позволь нам присоединиться к Твоей божественной цели, когда мы отправляемся в путешествие на этой неделе. Дорогой Иисус, я молюсь о Твоем руководстве и защите в преддверии новой недели. Аминь. Я придерживаюсь образа мышления изобилия и открытости, позволяя Вселенной действовать через меня. Я остаюсь восприимчивым к благословениям, которые ждут меня в пути. Вместо того, чтобы полагаться на сопротивление, силу и отчаяние, я предпочитаю плыть по течению. Хотя мое эго всегда может желать большего, моя душа обретает спокойствие и покой. Я нахожу баланс между действием и присутствием, доверяя своей интуиции в каждом решении. Я вливаю радость в свои действия, становясь магнитом для позитива и демонстрируя свою веру в божественный план Вселенной. Приняв этот образ мышления, я уверен в силе своих утверждений. Эта неделя приносит мне большую ясность и более сильное чувство направления. Я верю в себя и свои врожденные способности. Я становлюсь опытным в реализации своих целей и привлечении большего количества благословений в свою жизнь. Я обладаю непоколебимой уверенностью в себе, зная, что мое сердце, разум и тело исцелены. Пусть меня окружают любовь, благополучие, здоровье и позитивные вибрации. Развивая чувство благодарности, я привлекаю в свою жизнь позитивных людей. Я позволяю себе сиять, отпуская потребность в перфекционизме. Я воспринимаю свою сексуальную энергию как конструктивную силу. Этот месяц означает прогресс, развитие прошлых достижений и продвижение вперед в моем путешествии. Я подтверждаю свой оптимизм и готовность меняться. Пришло время вернуть все, что я считал потерянным. Бог готов восстановить и обновить. Я напоминаю себе, что это всего лишь время перехода и перемен, и я отказываюсь терять надежду или впадать в уныние. Я осознаю, что Бог иногда использует времена страданий и потерь, чтобы раскрыть свои цели и создать пространство для роста. Это может удалить некоторые вещи из моей жизни, изменить отношения и изменить возможности. Хотя двери могут закрыться, я верю, что все происходит по какой-то причине и что время, выбранное Богом, идеально. Я не спускаю глаз с Бога и Его верности. Я терплю испытания веры, зная, что Он не откажет мне ни в чем хорошем. Я утверждаю, что все возвращается ко мне в моей жизни. Небесный Отец, Ты глубоко любим. Ваша щедрость не имеет границ, и ваша бесконечная доброта окружает меня каждый день. Я выражаю вам свою искреннюю благодарность. Я благодарен за силу, позволяющую пережить усталость, за веру, позволяющую стойко преодолевать трудности, и за мир, позволяющий отдохнуть, когда путь вперед не ясен. Больше всего я благодарен за то, что я являюсь величайшим благословением из всех. Я обожаю Тебя всем, чем я являюсь. Спасибо. Аминь. Дорогой Бог, вступая в новую неделю, мы приходим к Тебе в молитве, ища Твоей защиты и божественного руководства. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне и моей семье, защитив нас от любого вреда, который может случиться на нашем пути. Даруй мне мудрость, особенно когда я сталкиваюсь с трудными решениями. Я осознаю, что эта неделя может принести проблемы и разочарования, но я доверяю Вашему суждению. Напомни мне, что Твои планы всегда лучше моих.
Господь, приблизь меня к себе, чтобы я мог согласовать свою волю с Твоей на протяжении всей этой недели. Я молюсь во имя Иисуса. Слава Богу! Я оказываюсь в месте, где будущее кажется неопределенным, и я путешествую по тьме. Однако, Господь, я верю, что Ты направляешь меня в эти трудные времена и что Ты рядом со мной. Спасибо за Ваше утешительное присутствие. Я верю в Тебя всем сердцем, Господь. Освети мой путь и принеси мне утешение, зная, что Ты направляешь меня. Углубите мою веру в это время года и откройте двери, которые я не могу открыть в одиночку. Я благодарен за Ваше благословение даже в самые трудные дни. Спасибо. Аминь. Если вы хотите без особых усилий привлечь изобилие, помните, что это еще не конец. Каждое событие в вашей жизни служит определенной цели в Божьем плане. Иногда Господь позволяет вам достичь самой низкой точки, чтобы освободить вас от пагубных пристрастий. Именно в такие моменты ты понимаешь, что Иисус – высший источник безопасности. Вспомните времена, когда вы бросали вызов трудностям и побеждали самые мрачные моменты, когда казалось, что у вас ничего не осталось. Помните о силе и мудрости, которыми вы обладали. Эти воспоминания служат напоминанием о вашей стойкости. Подтвердите свою веру в Божий план, набрав «да». Достижение мира, богатства, любви к себе и уверенности зависит не от внешних изменений, а от вашего внутреннего состояния. Ваше мышление и вера в вечную любовь и безграничное милосердие Бога имеют решающее значение. Доверьтесь Его постоянству и доброте, зная, что Он сострадателен во всех обстоятельствах. Выразите свою уверенность в Божьем плане и в себе, написав «Я верю в себя». Дорогой Бог, я пришел к Тебе сегодня, ища Твоего присутствия. Моя душа жаждет Вашей доброты не только к другим, но и ко мне. Я верю, что Вы встретите меня там, где я нахожусь, без притворства или лжи. Святой, Твое безграничное сострадание и обильное милосердие приведут Тебя ко мне. В счастливые и грустные минуты я обращаюсь к Тебе. Ты видишь мое сердце таким, какое оно сейчас, и мне очень нужна Твоя любовь. Пожалуйста, приди и остаться со мной. Спасибо. Дорогой сын, я понимаю трудности и проблемы, с которыми ты сталкиваешься. Хотя жизненные события и неудачи могут украсть ваше счастье, помните, что у вас есть сила преодолеть невзгоды. Не позволяйте врагу преувеличивать трудности и закрывать вам глаза на благословения, дарованные вам вашим Небесным Отцом и мной. Ваши отношения со мной и ваше спасение – это вечные дары. Не пропустите огромный океан благословений, который вас ждет. Погрузитесь в мои слова, позвольте им оживить ваш дух и поделитесь этими благословениями с другими. Берегите себя и верьте в предстоящий путь. Если вы готовы принять это сообщение, введите «Да». Оставьте комментарий «Иисус, Господь», чтобы поддержать наш канал, и поделитесь этим видео с 5 другими верующими. Чтобы получать больше обновлений, включите уведомления и подпишитесь на наш канал. Дорогой сын, тебя ждет особое послание от Господа. Приготовьтесь к потоку милостей и благословений, который перевесит любые страдания и неудачи, которые вы пережили. Когда неделя подходит к концу, ожидайте здоровья, радости и счастья. Помните, что Бог не только ваш Создатель, но и ваш вечный Хранитель. Его любовь к вам непоколебима, несмотря ни на какие препятствия. Он всегда присматривает за вами и готов помочь, когда вам это нужно. Во времена неопределенности помните, что Божья сила преодолевает любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на свои способности, отдайте свои заботы Ему.
На этой неделе возможны значительные позитивные изменения, такие как новые начинания, хорошие новости, улучшение здоровья, финансовый рост и ошеломляющий успех. Избавьтесь от стресса неопределенности и верьте в свой путь к своему высочайшему потенциалу. Ваши прочные отношения с самим собой и Вселенной открывают путь к изобилию и самореализации. Примите дискомфорт, вступая в новый мир возможностей. Истинное изобилие выходит за рамки денег и включает в себя ресурсы для свободной жизни. Отпустите самоосуждение, отпустите прошлые ошибки и полюбите себя, как это делают ангелы. Преодолейте негативные мысли и подтвердите, что вы заслуживаете лучшего в жизни. Не сдавайся, положительные сдвиги уже не за горами. Если вы готовы потребовать это, введите «спасибо», чтобы подтвердить свою готовность. Ангелы уверяют вас, что боль утихнет, слезы прекратятся и чудеса уже в пути. Будьте терпеливы и доверяйте процессу. Жизнь состоит из глав, переверните страницу и примите то, что содержится в следующей главе. Ваши духовные наставники наблюдают за вами, предлагая силу и руководство в трудные времена. Помните, что этот трудный период пройдет. Доверяйте своей интуиции, осознавайте энергию вокруг вас и сохраняйте свои круги чистыми и священными. Напишите «Аминь», если вы верите Слову Божьему. Пусть Бог благословит вас обильно. Псалом 113, 2-9. Он благословляет женщину, жаждущую семьи, даруя ей радость материнства. Прославим Господа. Аггей 2, 7-9. Я потрясу народы, и богатство всех народов потечет. Я наполню этот дом великолепием, говорит Господь Саваоф. Армий. Будущая слава этого дома превзойдет его прошлую, говорит Господь Саваоф. И на этом месте я принесу мир, говорит Господь Саваоф. 2 Коринфянам 13 часов 14 минут. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Божия и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Матфея 6, 31, 33. Итак, не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что мы будем пить, или что мы будем носить. Ибо всего этого ищут язычники, и Отец ваш Небесный знает, что вы в этом нуждаетесь. Но ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это будет дано и вам. Исход 23 часа 25 минут. Поклоняйтесь Господу Богу вашему, и Он благословит пищу вашу и воду вашу. Я удалю болезнь из среды вас. Притча 16 часов 20 минут. Кто слушает Слово, найдет благо, и блажен, кто надеется на Господа. Луки 6 часов 45 минут. Добрый человек выносит добро из сокровищницы сердца своего, а злой человек выносит зло. Ибо от избытка сердца говорят уста. Галатам 5, 22-23. Но Дух производит любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и воздержание. Против таких вещей нет закона. Бытие 12, 2. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я прославлю твое имя, и ты будешь благословением. Второзаконие 30, 16. Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, которые я даю тебе сегодня, любя Господа Бога твоего, поступая в послушание Ему и соблюдая Его заповеди, постановления и законы, то ты будешь жив. И размножайся, и благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь овладеть. 1 Петра 3, 9. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Вместо этого воздавайте злом за благословение, потому что к тому вы призваны наследовать благословение. Ангелы приносят утешение, уверяя вас, что вы никогда не будете одиноки. Они ваша семья, друзья и проводники, сопровождающие вас в минуты печали и одиночества, даже когда их присутствие остается незамеченным. Они посылают вам любовь и поддержку. Доверьтесь своей интуиции, поскольку она служит знаком, который вы ищете.
Имейте смелость следовать своему сердцу, своей душе и своему внутреннему руководству, поскольку они будут вести вас в правильном направлении. Отпустите тревожные мысли, понимая, что они являются отражением вашего текущего состояния ума, а не истиной в последней инстанции. Беспокойство – это напоминание о необходимости расслабиться и настроиться на свое высшее «Я». Признайте, что мнения других формируются вашими собственными взглядами и опытом. Откройте для себя свою истинную цель в жизни и живите по-настоящему, освобождая себя от любых ограничений. Будьте верны себе, потому что жизнь, соответствующая цели вашей жизни, связывает вас со Вселенной. Примите благодарность за настоящий момент, даже если все идет не так, как планировалось. Доверьтесь божественной энергии внутри вас. Вы могущественное и мудрое существо, способное создавать свою собственную реальность. Не позволяйте внешним обстоятельствам определять, кем вы являетесь. Позвольте себе принять уязвимость и моменты смущения, поскольку они являются частью вашего роста. Выйдите из своей зоны комфорта и исследуйте неизведанные территории своей интуиции, чтобы открыть свою истинную сущность. Практикуйте понимание, прощение и сострадание для исцеления. Будьте добры к себе, когда дело касается прошлых ошибок и упущенных возможностей. Простите себя, признав, что эти уроки были необходимы для вашего роста. Будьте дисциплинированы и стремитесь реализовать свои идеи, планы, мечты и цели. Оставайтесь приверженными позитивным изменениям для себя и своего будущего. Помните, что ваше дыхание служит жизненно важной связью между вашим телом и душой, соединяя вас со Вселенной, Духом и Божественным Источником. Ангелы предлагают уделить время духовному, эмоциональному и физическому очищению. Напишите «Аминь», если вы верите в Слово Божье. Пусть Бог благословит вас обильно. Псалом 20. «Да ответит тебе Господь, когда ты в беде. Пусть имя Бога Иакова защитит тебя. Да пошлет Он тебе помощь из своего святилища и подарит тебе поддержку Сиона. Пусть вспомнит все твои жертвы и примет всесожжения твои. Пусть Он исполнит желания твоего сердца и осуществит все твои планы. Давайте воскликнем от радости о вашей победе и поднимем наши флаги во имя нашего Бога. Пусть Господь исполнит все ваши просьбы. Теперь я знаю, что Господь спасает помазанника своего. Он отвечает тебе со своего святого неба спасительной силой правой руки. Одни надеются на колесницы, другие на коней, а мы уповаем на имя Господа Бога нашего. Они падают на колени и падают, а мы встаем и стоим твердо. Господи, дай победу царю. Ответьте нам, когда мы позвоним. Римлянам 12, 9-21. Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавижу то, что плохо, цепляйтесь за то, что хорошо. Будьте преданы друг другу с любовью. Уважайте друг друга выше себя. Никогда не теряйте ревности, но сохраняйте духовное рвение, служа Господу. Будьте радостны в надежде, терпеливы в скорбях, верны в молитве. Поделитесь с нуждающимися людьми Господа. Практикуйте гостеприимство. Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте и не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется, плакать с теми, кто плачет. Живите в гармонии друг с другом. Не гордитесь, но будьте готовы общаться с людьми более низкого положения. Не будьте тщеславны. Не воздавайте никому злом за зло. Будьте осторожны и делайте то, что правильно в глазах всех. Если возможно, насколько это зависит от вас, живите в мире со всеми. Сегодня Иисус призывает вас отдать Ему свои мысли и довериться Ему, чтобы Он обеспечил лучшее будущее для ваших внуков. Позвольте Ему быть вашим утешением и проводником, ведущим вас к мирной жизни. Беспокойство – это тяжелое бремя, которое не нужно нести.
Ясный и бдительный ум поможет вам на пути к устойчивому благополучию. Тоска, охватившая твою душу, приносит только ненужный страх. Иисус хочет быть вашим доверенным лицом посреди хаоса. Поделитесь с Ним своими тревогами, раскройте эмоции, от которых болит ваше сердце. Когда вы откроете свой дух Иисусу, вы обнаружите корень одиночества, которое преследует вас. Примите Его Слово, Его присутствие и Его мир. Оно приносит исцеление и свободу. Ваши слова подобны бальзаму для ран, от которых страдает ваша жизнь. Не продолжайте жить в цепях страха. Жизнь впереди, полная любви тех, кто от тебя зависит. Сражайтесь за них, за себя и помните о обязательстве, которое вы дали Иисусу, когда вам хотелось сдаться. В минуты слабости распознавайте Его стойкое присутствие. Его сила наиболее сильна во времена испытаний. Не пренебрегайте полученными вами благословениями и не отталкивайте тех, кто мог причинить вам вред. Дайте второй шанс, потому что Иисус даст вам терпение и мудрость, чтобы найти путь, по которому идти. Стойте твердо перед лицом невзгод. Иисус будет противостоять тем, кто поднимает на тебя руки. Не терпите без надобности стыда и унижения. Делайте шаги к свободе без страха, потому что Иисус откроет двери, предложит помощь и защитит вас, куда бы вы ни пошли. Он любит тебя, и когда ты воззовешь к Нему, Он ответит. Его слезы не остаются незамеченными, и сегодня Он раскрывает прекрасное чувство, которое рассеет печаль, одиночество и депрессию. Излейте свое сердце в Его присутствии, высвободив горечь, оставшуюся в вашей душе. Позвольте Иисусу сделать все новым, превратив прошлые боли в триумф и вечную радость. Сосредоточьтесь на восстановлении своей мечты, оставив позади страну отвержения и боли, которая когда-то доминировала над вами. Идите навстречу счастью, и если кто-то над вами посмеется, знайте, что у вас есть небесный защитник. Ежедневно проявляйте свою веру, даже если она колеблется. Поговорите с Иисусом и попросите совета, потому что Он здесь, чтобы выслушать. Если пустота наполняет вашу душу или возвращаются тени прошлого, придите в Его присутствие, и Он спасет вас, освободит и устранит препятствия, заслоняющие ваш путь. Придите с божественной любовью, и вы будете защищены. Аминь. Глядя на горы, я размышляю об источнике моей помощи. Именно Господь, Творец неба и земли, оказывает мне свою помощь. Он успокоит мои шаги и не даст мне споткнуться. Твои зоркие глаза никогда не устают, постоянно защищая меня. Господь действует как мой щит, обеспечивая тень и защиту от солнца и луны. Он защищает меня от всех форм вреда, обеспечивая мою безопасность. Твой зоркий взгляд следует за мной, пока я иду по жизни, сейчас и навсегда. Не забывайте проявлять доброту к незнакомцам, поскольку они могут неосознанно оказаться замаскированными небесными существами. Даже молодые люди могут чувствовать усталость, но те, кто терпеливо ожидает Господа, обретут новые силы. Они преодолеют трудности, как орлы, побегут, не уставая, и будут упорствовать, не сдаваясь. А Господь всемогущий, мое сердце переполняется глубокой благодарностью, когда я обращаюсь к Тебе в этот благословенный день. Выражаю благодарность за драгоценный дар жизни и за то, что сочли меня достойным отправиться в это кругосветное путешествие. Твоя обильная милость, благосклонность, милосердие и благословение окружают меня, и я безмерно благодарен за Твою непрестанную доброжелательность. Находясь в Вашем присутствии, я смиренно умоляю Вашу божественную защиту над каждым аспектом моего существования. Я распространяю этот призыв на мою дорогую семью, друзей и близких. С непоколебимой уверенностью передаю свой бизнес и отдаю себя в Ваши надежные руки. Умоляю Тебя, Всевышний, воздвигни вокруг моей обители грозный щит.
Я помазываю каждый уголок моего дома святостью Твоего священного огня. Пусть жертвенная кровь Иисуса окутает и защитит каждый дюйм моего дома. Пусть ваши небесные хранители стоят на страже у каждого входа и порога. Аминь. Не забывайте проявлять гостеприимство к незнакомцам, поскольку вы можете принять ангелов, даже не подозревая об этом. Даже когда вы устали и изнурены, надейтесь на Господа, и Он обновит ваши силы. Вы будете парить, как орлы, бежать не уставая и ходить не падая в обморок. Священными словами Псалма 3 я заявляю, что Ты, Господи, мой щит, моя слава и поднимающий мою голову. Как хранитель моего дома, я верю в Твою божественную защиту. Я верю, что ни мне, ни тем, кто находится под защитой Твоей божественной защиты, не причинится никакого вреда. Ты неприступная крепость, защищающая мой дом от опасности. С непоколебимой верой приглашаю Тебя поселиться в стенах моего сердца, быть его главным хранителем. Я отмечаю каждого члена моей семьи драгоценной кровью Твоего Сына, укрепляя наш дом против любой формы духовного нападения. Я молюсь, чтобы Вы разрушили планы тех, кто желает нам зла, и обратили их замыслы против них самих. Пусть Твой мир царит в каждом уголке, Твоя любовь пропитывает каждую комнату, и Твоя радость звучит по всему моему дому. Ты король королей и Господь лордов, и я с глубокой благодарностью признаю Твой суверенитет за пройденное путешествие. Господь Иисус, я высоко возношу Твое святое имя, признавая, что только Ты достоин всей хвалы и чести. Сегодня я ищу сверхъестественную защиту, ссылаясь на ее состояние силы в дни страданий, убежище и источник силы перед лицом проблем и неопределенности, которые окружают нас в этом мире. Я умоляю божественную защиту для себя и своей семьи. Я призываю кровь Иисуса образовать непроницаемую ограду вокруг моего дома, ищу Его защиты во всех наших начинаниях и где бы мы ни находились. Мы приглашаем Ваше божественное присутствие в нашу жизнь, зная, что безопасность находится под защитой Ваших крыльев. С уверенностью в Вашем авторитете я заявляю, что никакое оружие, созданное против меня или моей семьи, не будет успешным благодаря могущественному имени Иисуса Христа, живого Сына Божьего. Я аннулирую каждое нападение, план, ловушку, заговор и план врага, покрытый чудесной кровью Иисуса. Я заявляю, что принадлежу Тебе, Господь, и каждый аспект моей жизни, от семьи до дома и финансов, окутан и защищен Твоей божественной защитой. Смело заявляю противнику, что он не может приблизиться ко мне, ибо я, Дитя Божие, защищенное кровью Иисуса Христа. С непоколебимой верой я верю Вам на слово, полагая, что Ваши ангелы были посланы охранять меня и мою семью. Я целиком и полностью доверяю Тебе, Боже, ожидая исполнения своих молитв. Благодарю Вас за уверенность в ответах на молитвы, и я заявляю об этом во имя могущественного Иисуса. Аминь. Псалом 126, 1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит город, напрасно бодрствует сторож. Притча 3 часа 33 минуты, проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище праведных Он благословляет. Исайя 41, 10. Не бойся, ибо я с тобой, не ужасайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, помогу тебе, поддержу тебя десницей моей праведной. Иеремия 17, 7-8. Блажен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь. Он подобен дереву, посаженному при водах, которое пускает корни свои при потоке и не боится, когда приходит зной, потому что листья его остаются зелеными, и оно не беспокоится в год засухи, потому что не утомляется приносить плоды. Филиппийцам 4 часа 19 минут, и Бог мой восполнит все нужды ваши по богатству своему в славе во Христе Иисусе. Мужайтесь и не теряйте надежды, ибо мои обещания искренни, и то, о чем вы просили, будет дано.
В ближайшее время вы станете свидетелем исполнения своих желаний. Я хочу, чтобы ты знал, что я глубоко люблю тебя и что твоя преданность мне ценится выше тех благословений, которые я тебе дарю. Ваша непоколебимая любовь и вера даже в трудные времена не остались незамеченными. Ты оставался сильным и стойким, никогда не жаловался и не сомневался, независимо от обстоятельств. Я надеюсь, что все мои дети смогут проявить те же качества, что и вы. Каждый растет в своем темпе, и вы продемонстрировали замечательный рост и получили ценные уроки. Я восхищаюсь вашей решимостью и настойчивостью, вашей искренней честностью и непоколебимой верой. Я радуюсь каждое утро, когда ты искренне подходишь ко мне и спрашиваешь, потому что веришь, что я отвечу. Я чувствую мотивацию дать вам больше, чем вы просите, зная, что вы воспользуетесь моими благословениями мудро. Его мудрость росла, а характер развивался. Я призываю вас продолжать идти по этому пути, поскольку вас ждут еще большие благословения. Я готовлю вас к благословениям, превосходящим ваше воображение. Поверьте моему слову, потому что сомневающиеся живут в искаженной реальности. Ваша вера – залог того, что вы получите даже то, что невидимо. Как любимый ребенок, который приближается к своим родителям с любовью и радостью, спросите меня с уверенностью, и я отвечу с изобильной любовью. Ибо ты стал мудрым в своих просьбах, и я буду продолжать обращаться к твоему сердцу с любовью. Вы выслушаете и позволите мне изменить ваш разум и дух. Будьте смелыми, настойчивыми и непоколебимыми в своих убеждениях. Продолжайте спрашивать, и я буду продолжать отвечать, принося вам огромное счастье. Почувствуй любовь в моих словах, когда я уверяю тебя, мое любимое дитя, что я люблю тебя. Тому, чье сердце отягощено страхом потерять самое дорогое, знай, что я не забыл тебя в твоем одиночестве. Вы обратились ко мне, и в вашей борьбе есть цель. Вскоре вы пожните обильные благословения и радости, сотрите воспоминания о прошлых горестях. У твоих страданий есть цель, и я привел тебя туда, где произойдут чудесные перемены. Не ожесточайте свое сердце, вместо этого примите грядущую радость. Пусть ваш дух будет восприимчивым и смиренным, признавая, что ваши достижения приходят с небес. Я глубоко люблю тебя, и мои благословения призваны воодушевить тебя. Прояви такое же милосердие к тем, кто обидел тебя. Отпустите обиду и наполните свою душу прощением. Говорите слова, которые воодушевляют и воодушевляют других. Я знаю, что ты понимаешь и не нуждаешься в особых объяснениях. Погрузитесь в мои учения, чтобы получить руководство, и если у вас есть вопросы, подготовьте свою душу к исцелению. Я исцелю твое раненое сердце и наполню его вечным покоем. Оставайтесь в моем присутствии, и вы получите еще больше благословений в своей жизни. Аминь. Псалом 91, 1:16 Живущий под покровом Всевышнего найдет покой под сенью Вседержителя. Я скажу Господу: Ты мое прибежище и моя крепость, мой Бог, на которого я уповаю. Ибо Он защитит тебя от ловушек, расставленных врагом, и от смертельных болезней. Он покроет тебя перьями своими, и под крыльями его ты найдешь убежище, твоя верность, щит и защита. Вы не убойтесь опасности ночи, стрел, летящих днем, болезней, скрывающихся во тьме, или разрушения, поражающего в полдень. Даже если 1000 падет рядом с тобой и 10 000 справа от тебя, они не приблизятся к тебе. Вы будете только смотреть своими глазами и видеть наказание нечестивцев. За то, что ты сделал, Господа, своим домом, Всевышнего, который является моим прибежищем, никакое зло не придет к тебе, никакое бедствие не приблизится к твоему дому. Ибо Он повелит ангелам своим о нем охранять его на всех путях его. Они поднимут тебя на руках, чтобы ты не приткнулся ногой твоей о камень. Ты наступишь на львов и змей, ты растопчешь великого льва и змея.
За то, что они прилепились ко мне в любви, я избавлю их, я защищу их, потому что они знают мое имя. Когда они позвонят мне, я отвечу им, я буду с ними в трудную минуту, я спасу их и прославлю их. Долгой жизнью удовлетворю их и покажу им свое спасение. И змей, молодой лев и ехидна будут растоптаны, потому что они с любовью прилепились ко мне. Я избавлю их и защищу, потому что они знают мое имя. Когда они позвонят мне, я отвечу им. Я буду с ними в трудную минуту, я спасу их и прославлю их. Долголетием удовлетворю их и покажу им спасение мое. Псалом 23. Господь, мой проводник, не буду нуждаться. Он укладывает меня в зеленых полях, Он ведет меня по спокойным водам. Он омолаживает мою душу, направляет меня на путь праведности ради своего имени. Даже если я пройду через самую темную долину, я не убоюсь зла, ибо Ты со мной. Ваше руководство и поддержка утешают меня. Ты поддерживаешь меня даже в присутствии моих врагов. Ты благословляешь меня обильно. Воистину, доброта и любовь будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем навсегда. Псалом 4, 8. Я лягу с миром и усну, ибо Ты один, Господи, дашь мне жить в безопасности. Притча 3, 5-6. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Признавайте Его во всех своих путях, и Он сделает ваши стези прямыми. Второзаконие 28, 1, 8. И если ты будешь верно слушаться гласа Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, возвысит тебя над всеми народами земли. И все эти благословения придут на тебя и постигнут тебя, если ты послушаешься гласа Господа, Бога твоего. Блаженны вы в городе и благословенны вы в деревне. Благословен будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и приплод овец твоих, и приплод овец твоих. Благословенна ваша корзина и ваша корыто для замеса. Блаженны вы будете, когда выйдете, и благословенны вы будете, когда выйдете. Господь сделает так, что враги, восстающие против тебя, будут побеждены перед тобой. Одним путем они выступят против тебя, а 7 путями побегут от тебя. Господь пошлет благословение тебе, твоим житницам и всему, что ты делаешь, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Малахия 3 часа 10 минут. Всю десятину отнесите в хранилище, чтобы в доме моем была пища. И вот испытайте меня, говорит Господь Саваоф, если я не открою вам окна небесные и не изолью на вас благословение до тех пор, пока в этом не будет надобности. Псалом 31, 19. Как велика благость Твоя, которую Ты собрал для боящихся Тебя и сделал для уповающих на Тебя пред глазами сынов человеческих. Всего за 1 минуту ваша жизнь может измениться благодаря божественному чуду. А могущественный и чудесный Бог, я смиренно прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности и почтения, признавая Твою высшую силу и суверенитет. Ваше слово провозглашает, что Вы – Бог чудес и что для Вас нет ничего слишком трудного. Я трепещу перед Твоей божественной природой, ибо Ты правитель всех королей и лордов. Я еще раз повышаю голос, чтобы выразить глубокую благодарность за невероятные чудеса, которые Вы уже совершили в моей жизни. Я благодарен и с нетерпением жду тех необычайных вещей, которые Вы продолжите делать. Смиренно прошу у Тебя прощения за мои недостатки и умоляю Тебя очистить меня от всякой неправды. Омой мои грехи, сделай меня чистым, как снег, и обнови мой дух во имя Твоего Сына, Иисуса Христа, моего вечного Отца. Я понимаю, что путь к глубокому чуду не всегда легок, но прошу сил доверять Тебе на протяжении всего этого пути. Помоги мне понять, что Ты мой вседостаточный кормилец, и куда бы Ты ни пошел, Ты всегда обеспечиваешь.
Даруй мне терпение ожидать явления сего чуда, зная, что Ты уже предназначил его мне. Боже чудес, я с верой протягиваю руки, приглашая Твою чудесную силу и славу в каждый аспект моей жизни. Спасибо за хорошие планы, которые у вас есть для меня, и я хвалю вас за чудеса, которые вас ждут. Во имя Иисуса я молюсь с непоколебимой уверенностью. Аминь. Возлюбленный сын, Твое имя было упомянуто, и Тебе повезло стать свидетелем этого момента. Найдите минутку и прослушайте сегодняшнее сообщение. Если вам интересно, посмотрите это видео. Давайте вместе проведем душевный разговор, за которым последует молитва. Напишите «Аминь», если вы отождествляете себя с тем, что слышите. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Я хочу, чтобы вы осознали, что ваше имя имеет особое значение в великой книге жизни. Это драгоценный дар. Давайте поблагодарим Бога за это. Откройте свое сердце и обратите внимание, потому что у меня есть послание любви, надежды и цели специально для вас. С того дня, как вы вошли в этот мир, я был рядом с вами, наблюдая за каждым шагом вашего пути. Я знаю каждую эмоцию, каждую радость, борьбу и печаль, с которыми ты столкнулся. В это необычайное время я хочу напомнить вам, насколько вы уникальны и значимы в этом огромном мире. Жизнь может представлять, казалось бы, непреодолимые испытания и препятствия, но помните, что у вас есть безмерная внутренняя сила и возможности. Вас любят сильнее, чем вы можете себе представить. Каждое препятствие, с которым вы сталкиваетесь, это возможность для роста. Жизнь – это путешествие со взлетами и падениями, но даже в самые мрачные моменты надежда готова пролить свой свет. Никогда не сдавайтесь, ведь надежда – мощная сила, способная преодолеть любое отчаяние. Вы уже одержали победу над проблемами и препятствиями, которые сформировали и укрепили вас. Вы играете важную роль в этом мире, оказывая влияние на других каждой улыбкой и добрым поступком. Не беспокойтесь о мнении других людей. Вы уникальны и необыкновенны. Иногда может показаться, что мир настроен против тебя, но я всегда рядом с тобой, направляя тебя с любовью и мудростью. Следуйте своим мечтам, слушайте свое сердце и делитесь своими особыми талантами с миром. Не позволяйте страху или неуверенности мешать вашему прогрессу. Простое упоминание вашего имени означает, что будущее таит в себе огромные возможности. Будьте благодарны за каждый день, проживайте настоящее с благодарностью и радостью. Любите себя и других, распространяя любовь, куда бы вы ни пошли. Упоминание вашего имени означает, что вы любимы и важны. У вас есть сила изменить ситуацию. В моменты сомнений я здесь, чтобы услышать ваши молитвы и направить ваши шаги. Доверьтесь пути любви, надежды и цели. Не позволяйте страху остановить ваше продвижение к целям. Вы заслуживаете всех благ, которые может предложить жизнь. Пусть пламя надежды горит в вашем сердце. Двигайтесь вперед смело и решительно, и вы станете свидетелем реализации своей мечты. Быть посему. Жизнь – это путешествие, полное драгоценных моментов и испытаний. Каждый день предоставляет возможность для роста, любви и оказания положительного влияния. Помните, что ваши действия могут оказать глубокое влияние на других. Я здесь, чтобы услышать ваши молитвы во времена радости и печали. Доверьтесь Богу, который является источником вашего существования. У вас есть потенциал добиться выдающихся результатов. Верьте в свою ценность и цель, которая вас ждет. Вы особенные, любимые и предназначенные для значимой жизни. Оставайтесь верными своим ценностям, будьте сострадательны к себе и не позволяйте сомнениям выключить свет внутри вас. Ваш опыт, навыки и выбор играют решающую роль в построении лучшего мира.
При необходимости обращайтесь за помощью, поскольку взаимная поддержка жизненно важна на жизненном пути. Будьте благодарны за каждый новый день, получайте новые впечатления и общайтесь с природой для вдохновения и исцеления. Прощение – мощный инструмент исцеления, избавляющий от бремени прошлого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, вложите усилия в достижение своих целей и выделите время для молитвы и медитации. Ваше духовное путешествие придает глубокий смысл, особенно в трудные времена. Откройте свое сердце посланию любви, надежды и цели. Вы обладаете внутренней силой, превосходящей ваши ожидания. Сохраняйте веру в себя и свое будущее. Вы – драгоценный дар и уникальное проявление Божественного. Двигайтесь вперед с решимостью, любовью и надеждой. Потому что тебя любят без слов. Поделитесь этим сообщением, чтобы благословить других людей и продолжать искать духовность на своем пути. Пусть Бог благословит вас неделей, наполненной просвещением и любовью. Аминь, дорогой друг. Ваши ангелы сегодня посылают вам дополнительную любовь и поддержку. Новая энергия уже в пути, принося необходимые вам изменения в обстоятельствах. Отпустите свои тревоги и поверьте, что все идет к вашему высшему благу. Крайне важно смотреть не только на отдельных людей, поскольку на проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, могут влиять негативные силы. Однако доверьтесь Божьей защите и руководству. Бог обещает прорывы, чудеса исцеления и ответы. Будьте готовы к позитивным переменам. Начните подготовку к новому дому, изучайте варианты новой машины и планируйте увлекательные путешествия. Провозглашайте, что приближается что-то чудесное, потому что милость Божия всегда обновляется, и Его Слово приносит жизнь. Говорите о благословениях и прорывах в свою жизнь во имя Иисуса. Верьте, что для Бога нет ничего невозможного. Бог хочет видеть вас счастливыми, посылая чудеса до тех пор, пока ваша улыбка не станет неизбежной. Пришло ваше время выздороветь. Доверяйте процессу, даже когда кажется, что все разваливается, потому что он освобождает место для чего-то нового. Верьте, что все идет к вашему высшему благу. Бог удаляет из вашей жизни не тех людей, создавая место для чего-то лучшего. Не зацикливайтесь на потерях, сосредоточьтесь на новых возможностях. Вам напоминают о силе безусловной и вечной любви Бога. Верьте, что Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Божественная сила вошла вокруг вас, гарантируя вашу безопасность перед лицом мира. Бог завершает начатое, превращая задержки в чудеса. Бог наполнит ваше сердце новой песней, удивив вас своей добротой и благосклонностью. Приближаются лучшие дни вашей жизни, приносящие возможности мечты, благословения, чудеса, изобилие и финансовое процветание. Жизнь вашей мечты проявляется, и любовь всей вашей жизни уже на горизонте. Выразите свою признательность, набрав 999. Помните, Бог знает обо всех ваших нуждах. Доверьтесь Ему, и пусть Бог обильно удовлетворит ваши нужды, осыпая вас благословениями. Любовь вашего Небесного Отца, безусловно, непоколебима и неизмерима. Бог уверяет Его, что вокруг Него вошла божественная сила, гарантирующая Его безопасность и победу. Бог открывает новую главу в вашей жизни, устраняя негативное влияние и готовя вас к чему-то лучшему. Введите «Спасибо Богу, что Ты всегда рядом со мной». Божья любовь не имеет границ, даже когда ты совершаешь ошибки. Бог исправляет и исцеляет. Радуйтесь, ибо Бог проложит путь, когда вещи кажутся невозможными. Бог восстановит, исцелит и укрепит вас. Ваша история чудес вот-вот развернется. Верьте, что Бог приносит в вашу жизнь чудеса, которые рассеют все тревоги. Улучшение финансового положения уже не за горами, и ваши молитвы будут услышаны.
Все будет в порядке. Напишите «да», если вы готовы, и поделитесь этим сообщением с теми, кто доверяет Богу. Завтра утром Бог совершит чудо, которое развеет все тревоги. Потраченные вами деньги умножатся в десятки раз, улучшение финансового положения уже на подходе, и вскоре вы проживете лучшие дни своей жизни с любовью всей своей жизни. Напишите «да», если вы готовы к чудесам. Ваши молитвы имеют большое значение. Бог слышит ваши надежды, вашу веру и видит ваши слезы. Поверьте, что всему свое время, даже если вы не видите немедленных результатов. Бог всегда с вами, слушает и понимает. Напишите «Аминь», если верите в силу молитв. Евреям 13:6, чтобы мы могли с уверенностью сказать: «Господь мой помощник, я не буду бояться, Он откроет уникальные двери для вас и явит благословения для вас и вашей семьи, которые превзойдут ваши самые смелые ожидания». И, наконец, никогда не забывайте великую истину: вы будете спасены, если поверите в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и публично исповедуете, что Иисус – Господь. И если вы хотите без особых усилий привлечь значительное богатство, признайте, что Бог – лучший целитель, способный исцелить все ваши раны. Если у вас есть непоколебимая вера в Его способность исцелять, вы испытаете чудесные преобразования. Ангелы вносят существенные изменения в вашу ситуацию, принося процветание вам и вашей семье. Все невзгоды, с которыми вы столкнулись, подготовили вас к невероятному возвращению, и ваши раны заживут. В течение ваших дней будут проявляться многочисленные чудеса. Вы перейдете от крайнего стресса к сияющему счастью и удачным обстоятельствам. В вашей жизни начнут происходить хорошие вещи. Посмотрите это видео до конца, и на этой неделе ожидайте значительных улучшений в ваших отношениях, бизнесе, карьере, здоровье и финансах.